67-летнюю пенсионерку, выжившую после множественных ножевых ранений, допросили сегодня по видеосвязи в Верховном суде республики. Нападавший, по версии обвинения, 58-летний Фуат Гильмиев. Его обвиняют в жестоком убийстве двух пенсионерок, покушении на убийство третьей и не только. Печальную славу он заработал и тем, что отрезал себе собственное достоинство. Страшную историю пожилой женщины услышала Нафиса Минязова. Он до сих пор у меня перед глазами стоит, хотя второй год уже. Пенсионерка едва сдерживала слезы и дрожала, вспоминая подробности того страшного дня. В июле минувшего года она приехала в Мамадыш из Удмуртии, чтобы отвезти внуков. Через пару дней решила уехать, но автобусы до Вятских Полян, откуда уезжал поезд, не ходили. Тогда на остановке к ней подъехал ныне подсудимый Фуат Гильмиев и предложил ее довезти. Пенсионерка, обрадовавшись, что успеет на поезд, села к нему. Проехав определенный участок дороги, мужчина стал сворачивать с пути и остановился возле поля. Хотел в перчатке, обошел машину. Думал, может, что-то там, неполадки какие. У меня даже мыслей не было. Он открыл дверку и сразу стал наносить мне удары ножевые. Тогда мужчина забрал у нее сумку, вытолкнул ее из машины и удалился, но, подумав, что не добил жертву, вновь вернулся. После 12 ножевых ранений женщине удалось выжить и даже связаться с дочерью. Трава-то невысокая. Полежала, думал, нет, значит, все равно идти. Пошла в лес. Он стоял там. Я еще Марине позвонила, говорю, дочери. Он, говорю, вернулся, мне надо куда-то спрятаться. Дочь потерпевшей вызвала полицейских и медиков. Спустя пару часов правоохранители обнаружили потерпевшую. Она описала нападавшего и его задержали. Выяснилось, что мужчина также подозревается в совершении жутких убийств еще двух пенсионерок. По материалам уголовного дела в декабре 2017 года он также подвозил 73-летнюю женщину в Автоград. Она ехала за слуховым аппаратом. По дороге заехал в глухое место и задушил ее. Деньги на покупку аппарата присвоил себе. Спустя всего пару дней он пришел в гости к 82-летней тете бывшей сожительнице. Попросил денег в долг, но, получив отказ, нанес ей не менее 8 ударов топором по голове, после чего поджег дом и скрылся. Мужчине было предъявлено обвинение в совершении двух убийств, покушении на убийство, умышленном уничтожении чужого имущества, разбойных нападениях и краже у гражданина паспорта. Сегодня в суде подсудимый смог только раскаяться и просить прощения у выжившей потерпевшей. Возможно, надеялся, что произнесенные слова помогут ему смягчить наказание. Извините, пожалуйста. Я не в состоянии. Что-то у меня. Впоследствии мужчина умудрился прославиться еще одним способом. Будучи задержанным и находясь в автозаке, он нанес себе травмы. Отрезал половой орган и порезал шею. Все происходило во время этапирования арестованных из СИЗО города Чистополя в Мамадыш. Находившиеся с ним люди заметили, что мужчине стало плохо, и сообщили об этом конвою, который доставил арестованного в больницу. Мужчину удалось спасти. Сегодня в суде допрашивали только потерпевшую из Удмуртии и ее дочь. Об убийстве двух других пенсионерок не вспоминали. Известно, что по ним подсудимый свою вину признал, но только частично. Судебное разбирательство еще впереди. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112.